Некоторые люди пишут очень много, да, а я вам хочу сказать, что человек жил и существовал. Ему необходимо вот это вот все. Я просто хочу, чтобы каждый увидел. И потом не говорил, кто какая мать и чего нет моих детей. Нет, я просто хочу вам, как органам, просто показать. Зафиксируем, конечно, все это. Здесь полностью интервальное питание, катетеры, все, что есть. Ну, как бы мы оборудовали, у нас другого места нет. Здесь находится надувная кровать, чтобы надувная ванна, чтобы мыть ребенка тоже. То есть он моется на кровати, надувается специально ванна, чтобы мы могли его мыть, потому что так мы не транспортабельны. Маша, а скільки коштує ось у місяць видатків на... Очень много. Ну, сколько прикладно, вы ведаете сумму? На одно интервальное питание у нас уходит больше 600 рублей. Благо, только на что ежу, так? только на ежу, да. Благо, что мне часть, скажем так, большую помогают как бы покупать организации благотворительные. Это еда, что касается, а остальное, конечно, ну, стараемся сами, муж работает. Ну, а в огулі скільки ось єжа і плюс все остатнє у місяць, скільки виходить? Ну, я думаю, что больше 12 точно, ну, 1200 больше. Дякую. Больше. Гораздо. Ну, здесь идет, понимаете, тот момент такой, когда состояние ребенка ухудшается, тебе постоянно нужно подстраиваться под это. Может сломаться электроотсос. Государству не выдается ни электроотсос, ни кровать, ни противопролежневый матрас. Не выдается ни коляска, потому что мой ребенок не умеет самостоятельно сидеть. То есть, когда ребенок уходит в паллиативную группу, в хосписную группу, ему кроме памперсов и подгузников, и то на определенную сумму, больше уже ничего в принципе не положено. Минимум какие-то медикаменты. И то по сути. То есть, когда я забирала ребенка домой, мне в первую очередь надо было подумать, куда я его положу, на что я его положу, где мне взять аппарат, где мне взять электроотсос, как оборудовать его место. И в то же время, несмотря на состояние ребенка, я хочу, чтобы мой ребенок выходил на улицу. Я его дома пересаживаю в домашнюю коляску, на улице у меня коляска стоит в коридоре, чтобы мы тоже гуляли. Также у меня есть портативный электроотсос. То есть для того, чтобы вы видели, что я его часто санирую, я одеваю сумку на плечо, и мы с ним ездим. Также раз в 4 дня мы ездим в реанимацию. У нас стоит баклофеновая помпа у ребенка. И раз в 4 дня мы ездим, заправляем лекарства, эту баклофеновую помпу, чтобы мой ребенок расслаблялся, оно расслабляет всю мускулатуру, и это будет уже до конца наших дней. Мы должны делать так. Вот, то есть для этого мы организовали с мужем специальную машину, которую мы самостоятельно с помощью родителей обустроили. Мой муж сделал пандус для того, чтобы моего ребенка завозить в коляске и транспортировать в реанимацию, потому что так как раньше нас возила скорая помощь, когда я пользовалась услугами, ну, был постоянный какой-то контакт, что мой ребенок может заболеть, потому что машина общая. А здесь мы создали все условия и психологические, и в плане контакта, чтобы ребенку было комфортно. Вот, то есть такую процедуру мы проходим раз в 4 дня. Если нам не заправить лекарства, мы попадаем в реанимацию под медикаментозный сон. Вот. А для того, чтобы мне переложить ребенка в коляску и не пользоваться чьими-то услугами, и чтобы мне это не помогало, у меня есть вот такое вот средство, это называется гидравлический подъемник. Стропы кладутся под ребенка, и гидравлика на пульте управления поднимает моего ребенка, он двигается во все стороны. Это делается вот так вот. Вот, подкладывается, и я его таким образом могу пересадить в коляску. Ну, сейчас я, наверное, делать не буду. Нет, конечно, вот. Для того, чтобы мой ребенок меньше болел, вы видите, сейчас включен специальный аппарат, который все дезинфицирует вокруг. Для того, чтобы я следила за уровнем концентрации кислорода моего ребенка, у меня тоже есть специальный аппарат, который считывает пульс, который меряет давление в зависимости от приступов. Вот одевается на пальчик, меряется в зависимости от состояния. Здесь показывает насыщение кислородом, здесь показывается пульс ребенка. Также я могу померить манжеты для давления.